детьми помним, как они приезжали и торты привозили, там ребятню тортами кормили. И отец завещал, не трогай. И он не разрешил бы вот. То есть получается, даже где-то здесь тоже могут быть захоронения, да? Вот мы Нет, идем. не могут быть, А есть, они есть. они могилки просто. На данный момент я нахожусь в Республике Ингушетия, и наконец-таки здесь установилась очень жаркая и хорошая погода, правда очень влажно, но самое главное, что здесь нет дождей, как в Крыму и в Анапе, где все унесло в море. Здесь такого счастья не нужно. И без дождей здесь, и потопов, проблем у местных жителей хватает. Вот прогуливаясь по двору своих знакомых и друзей, где я остановился, вокруг меня небольшой фруктовый сад, вот, к примеру, завязалась на днях айва. Вот так она выглядит. Кстати, из айвы делают бомбезные просто компоты и варенье. А вот дерево побольше, к августу месяцу все созреет. Здесь же яблоки, груши, черешня. Но я больше всего люблю вишню. Или, как местные жители ее любят называть, шпанга. Посмотрите, какая сочная, спелая вишня, шпанга, из которой делают компоты, варенье. Но местные жители больше все-таки любят черешню. А я предпочитаю вишню, она кислее и намного-намного полезнее, потому что в ней находится больше витамина С. В любом случае, кушайте больше фруктов, запасайтесь на зиму витаминов, чтобы не болеть. Но сейчас не про это. Я отправлюсь по приглашению семьи Хамхоевых в село Плиево, где во дворе у этой замечательной гостеприимной семьи находится не такой вот фруктовый сад, а находится осетинское кладбище. Всех моих подписчиков, а также постоянных зрителей я приветствую. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. Сегодня суббота, это значит, я говорю на очень важную, серьезную тему, которая касается Республики Ингушетия. Так вот, если вы хотите узнать, как появилось осетинское кладбище во дворе у ингушей, то прямо сейчас подпишитесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры, ставьте лайк этому видео. Если хотите поддержать мой канал, то все реквизиты внизу в описании под этим видео. Делайте репосты, делитесь с друзьями. Любой вашей поддержки, я говорю огромное спасибо, Баркал. Вы мой мотиватор. Ну а сейчас никуда не уходите, оставайтесь со мной, будет интересно. Поехали. Меня зовут Акрамби, я живу в селе Плиево. Тут на участке, который, в 1903 году мой дед здесь поселился. И когда после депортации, здесь переселили сюда с Осетии. И здесь именно на моем, на этом участке там занимает определенное, сотых, наверное, 9 будет, территорию осетинское кладбище. И до 92-го года сюда приезжали, кладбище навещали осетины. Мы детьми помним, как они приезжали и торты привозили, там ребятню тортами кормили. У них родительский день, что ли, там что-то у них такое было. И после 92-го года я окольными, как ребята меня спрашивали, попались мне такие, которые спрашивали, что, мол, говорят, они интересовались просто, через кого-то они интересовались, не снесли ли это кладбище или на месте, и ребята, которые, некоторые, не сноси их, я и так не собираюсь их сносить, они, естественно, там надгробные там плиты, эти от времени некоторые там разрушились. А у меня вопрос, как как это кладбище здесь появилось и могилы? Это именно кладбище, осетинские? сами осетины, которые тогда рассказывали,
Тут же в Плиеве есть еще большое кладбище, где были захоронены ингуши. И они, когда здесь жили, там, когда здесь жили, они там хоронили. А здесь оказалось маленькое это кладбище. Там, говорит, один парень сидел больной, на солнце пригрелся и, наверное, родным или там знакомым, кому-то, как бы завещал: похороните меня на этом месте. Вот его похоронили, и вокруг уже захоронение образовалось. Там, здесь, я помню, там вот эти могильные вот эти бревна, там эти, там где-то 80-90 могилок было. 80-90? Да. А может быть мы тогда пройдем? Можно что-то? Можно. Пойдемте. В моем огороде. А почему, например, по сей день не нашлись какие-то, не объявились родственники усопших? Это родственники есть. Есть? А почему нет перезахоронения на их, например, земле? Нет, вот это уже, знаешь, такой вопрос: захоронение, перезахоронение. Некоторые тут живые никому не нужны. Не, просто я, например, зная вашу историю, вот сейчас удивлен, что вы сохранили, получается, я даже вот отсюда уже вижу кладбище, надгробные плиты ваших соседей. А почему-то, когда вас депортировали в те времена, ваши плиты использовали, точнее, надгробные камни в строительстве фундамента, домов. Это вопрос уже... Мостов, которые я снимал. Это уже вопрос совести. Нахожусь под мостом здесь не случайно. Я сюда приехал для того, чтобы снова показать вам и рассказать, потому что некоторые хейтеры и даже историки говорили мне, что ингуши всегда сочиняют, рассказывают сказки, мифы и так далее. Про то, что не делали из надгробных камней ингушей никакие постройки, никакие дороги. Вот я сейчас нахожусь под мостом здесь, вот. И я нашел под этим мостом материал, камни, из которых был сделан этот мост. Вот. Сейчас покажу. Вот она, эта вязь, видите? Вот она пошла надпись. Это все не просто так. Получается, делали действительно из этих камней надгробных. Вот все четко видно, все просматривается. Где-то ты еще, да, нашел? Покажи, пожалуйста. Так, сейчас. Вот еще один. Вот это четко вообще видно все. Видите? Вот когда в пригородном районе местные власти будут относиться к ингушским кладбищам точно так же, как ингуши к осетинскому кладбищу в Плиево, тогда будет сдвиг в сторону мира и понимания. А пока что какая-то несправедливость. До сих пор из моста на въезде в Цорой-Юрт, Дангарон, так и не убрали надгробные камни ингушей. А ведь могли. Ну, есть же религия. Вот. Вот у меня дядя в советское время был религиозный человек, в том плане, наверное, ты слышал вот этот пост 1 месяц, да? Рамадан? Да. Угу. Мой дядя, он в следующем доме жил, родной брат моего отца, он старше его намного был, правда, держал пост 27 лет подряд. 27 лет каждый день. При этом работал в колхозе, косил сено. Это сено продавал и на это семью кормил. Это сейчас не передать, что это такое было. И он здесь
постоянно там, и отец завещал, не трогай. Вот, и он не разрешил бы вот. Эту землю, видишь, не спахивают эту Да, землю. я вижу, Не что она... сажают ничего. Здесь могла Огородили. картошка расти. Огородили, здесь можно что-то... Ну, огородили это как тоже вопросы, это она должно быть, говорит, отгорожена. Да, да. Поэтому раньше вот я сейчас некоторые вот высохли, вот я полностью вишня у меня по периметру я вишню посадил, ну в детстве, по-моему, разов 10 раз. Каждый раз сажают, некоторые высыхают. Это сейчас вот в этом году посадил вот эти. Так, а можно вопрос? Это все в вашей собственности, вся эта земля? Ну, Это не государство. Никто не претендует, как бы, вот с этой стороны вот там метров 20, а с той стороны вот метров 7-8, вот они как бы огибают огород, с той стороны видно, вот, тоже как бы отгорожено. Да. То есть, получается, даже где-то здесь тоже могут быть захоронения, да? Вот мы Нет, идем. не могут быть, А, есть, они вот есть. они могилки, просто единственное вот эти, видишь, сохранилось. Это, наверное, лиственница. Да. Поэтому... Из-за этого она сохранилась. Да, да. Ну, последнее захоронение в 1957 году. Вот здесь лиственница. Да, я тут уже вообще оградка стоит. Вот, Понятно, что здесь могила была. Ну, у нас так принято тоже. Единственное, что радует, что мертвыми, с мертвыми никто не будет воевать. С Да. мертвыми как можно воевать? Мертвые это памятники, это люди, мертвые люди. Надо это сохранили. Я горд, что в моем селе вот такие люди есть. Я это горд. Потому что, чтобы они там, или там другие не делали с нашими памятниками, мы это делать не будем. Это наша религия нам не позволяет. Нам религия это не позволяет. Да и совесть не позволяет. Разве можно это делать? Вот сегодня на этом участке можно было сажать Картошку, картошку, деревья. Все это, видишь, он огородил, и ничего здесь не трогает, все стоит. До сих пор сюда люди приезжали, их родственники приезжали, говорят, раньше. Сейчас после этого конфликта Не приезжают. уже не приезжают. Хотя мы рады, что они сюда будут приезжать. Мы их будем встречать. Делаем все условия для них, потому что это их люди мертвые. С ними никто не будет воевать. А давайте... Да. вот не было их, ну там 25 лет, не приезжали. Но приедут они еще через 20 лет. Если они увидят, как мне им в глаза смотреть-то? Да, да. Просто в глаза я не Ну смогу да, если смотреть. все снести. Ну, видимо, это- вот, просто время никого не щадит. Вот эти бетон, это разваливается. И единственное, вот с надписью, единственное. Что сохранилось, да? Да. Ну и эти бабушки, которые приезжали, года два, они рассказывали, ее брат живой. Там написано, здесь покоится Наскидаева. А, да, Наскидаева Арза Тахамурза. Хамурзаевна, да? Да. Вот я тоже Хамурзиевич. Понимаешь, вот чуть Да. ли не родственные души. Там 1925-1947. 25. Друзья, я никогда не перестану удивляться благородству, мужеству и доброжелательности ингушей. Так как же появилось это кладбище во дворе у семьи Хамхоевых? Все дело в том, что в 1944 году, в феврале месяце, ингушей и чеченцев, братьев Вайнахов, депортировали в Среднюю Азию. И я много раз про это говорил, у меня есть целый выпуск, вот перейдите по ссылке и обязательно посмотрите, если вдруг вы не видели. И по приказу Сталина на эти земли
были заселены осетины. Да, не только на землю, но и в их дома. Потому что думали, что ингушей и чеченцев больше никогда не вернут обратно к себе на родину. Но случилось чудо, и в 1956-1957 годах по приказу Хрущева ингушам и чеченцам, братьям-войнахам, разрешили возвращаться на свои родовые земли. И пока, конечно же, там жили осетины, они обосновались, появлялись помимо домов, там каких-то построек, еще и кладбище. Людей же где-то нужно было хоронить. Вот это кладбище, можно сказать, по наследству было передано ингушам. И сейчас находится во владении семьи Хамхоевых. И посмотрите, как они бережно и трепетно по сегодняшний день из поколения в поколение за этим кладбищем смотрят. Ну, это реально похвально. И очень жаль, что я нашел камни в мосту в пригородном районе. Показал их. Их так, по-моему, по сей день и не вытащили. Хотя могли тоже сделать жест. А вы говорите, что ингуши какие-то не такие. Посмотрите, какие добрые люди. Не знаю. Бог все видит. Вот здесь оттуда вот. Это запахивали, где можно. Где можно раньше пахали. Ну, здесь, конечно, не трогали. Ну да, так сохранилось, вон камни. Одна, вторая, третья, четвертая, вот здесь даже вижу. А там надписи нет, да, вот на этих двух А надгробиях? на этих нету. Ну, я же говорю, вот, с детства помню, там надписи не было. Но к этим могилкам приезжали. Вот именно Приезжали к ним. к этим двум могилкам приезжали. Именно здесь они там. Угу. Ну там, возможно, лет. Когда Тут это- со звездами что-то даже. Ну да. Что-то со значит. звезд- видимо, фронтовики. Да. Вот это было, по-моему, со звездой. Это. Да, тут табличка вот была, она, видимо, Табличка была, видимо, отлетела. упала, Да. отлетела, да. Там ее, я сколько помню, вот это лет 50 ее не было. До этого. Да, это может упала, да. Да, Да, это история. Самое удивительное, что вы не тронули ничего, хотя могли взять и все это вывести, Видишь? спахать, перепахать. Видишь, Артем, единственное, я могу без проблем это всё. все это снести, потому что я вот на ней Завтра работаю. турист, Я на ней А, работаю. мгм, И все вот, ну, некоторые вот. А говорит, что ты, у тебя ж трактор есть, мгм. снеси, Запахай. запахай, посади, Ну да. поселись, вот как раз трое сыновей, раздели, говорит. Мгм. Я говорю, единственное в этом впливе, который свободно может все это без проблем сделать. Но И правильно делаешь, что ты не сделал. не, некоторые ребята вот Аксом никогда это не сноси. Я говорю, я и так не собираюсь. Ну, правильно. И правильно, нельзя тогда это. Нельзя, конечно. Не надо уподобляться тем, кто это делает и делал когда-то во время вашей депортации, потому что Ну, там, это плохой вот, пример. Там политика еще большую роль сыграла, да. там политика. Сталинская. Скорее всего. Да. Это делали непростые люди. Это, Непростые конечно, осетины делали. это не И просто. сегодня я уверен, что простые осетины, вот эта проблема им не нужна, как никому другому. Им Просто проблемы не нужны. я надеюсь, после просмотра этого ролика все жители Осетии, которые меня также смотрят со стороны и местами не любят, увидят, как бережно и трепетно относятся к умершим. Это ведь чьи-то родственники ведь осетинские, осетинского народа. Видите, не трогают могилы и стараются как-то оберегать, огородили все кругом. У меня сегодня в Осетии мои одноклассники, Дудия Батрас, работал в службе безопасности Батрас. аэропорта, живет сегодня без нами. Какой Юра, мои одноклассники. Я сегодня поддерживаю с ними родственные отношения, связи, езжу в гости к ним, Вот. поддерживаем связи, потому что, несмотря на этот конфликт, у нас между нами нет конфликта, потому что мы вместе выросли. Но это Мы политика вместе большая. выросли. Это дело политиков. Да, А простым людям согласен. это все не нужно. С каждым разом просто Нельзя все уподобляться этому. да, все хуже и хуже, потому что, в принципе, многие боятся говорить даже из осетин насчет пригородного района, многие согласны. В конце концов, есть закон. когда-нибудь все это прекратится. Потому что Да. простым людям это Надоело уже. надоело все это. Надоело. Люди будут жить,
Люди будут жить, мы живем по соседству. Отношения родственников. Я знаю очень много отношений. Вот это вот Дудыя Батрас, Да. у него 3 тети замужем за ингушей. 3 теть. Это родных, да, я знаю. Отца, сестры. От них есть, есть дети. Сегодня они друг к другу ездят. Гатагажевой, Кориговой, Белхороевой. Его 3 тети замужем, Малгобеки, Сагапши, 3 его тети. У них есть дети. Они друг другу общаются. Не, мало я Какие скажу, они что до войны, да, ингуши и осетины жили в мире и спокойствии. Потом что-то произошло странное. Потому что до этого момента не было ничего подобного, вот, чтобы вы там воевали, Я уверен, и в делили, будущем этого у не вас будет. общие браки. Нет. И в будущем этого не будет. Не будет этого. И дай бог, чтобы, Все да. должно смениться, все должно Был мир. утихомириться, все должно быть, все придет в норму, в конце концов. Потому что простым людям эти войны, вот эти расстрелы не нужны. Не Это нужны. да. Получается, эти камни с 1903 года, да? Вот эти, ну, могил, захоронения. Нет, это 44-го А, по 57-й. то есть, получается, как вышло? Вас депортировали, ну, будем говорить, как есть. На ваши земли стали заселять осетинский народ. С Южной Осетии в основном. Так. В основном. Я ну, не знаю, откуда они это, но суть в том, здесь жили вот там старый, ну этот. И название изменили Плиева. Оставалось Плиевом Да, или... где-то это было. Не, Нет. Плиева Село они Аксай. почему не изменили Плиева? Потому что Плиев Не, генерал- изменили. Изменили, да? Село Аксай, Костах, это Вот город я знаю, что Да. Назрань изменили на Херикау, как-то что-то так он назывался. И поэтому, естественно, они умирали, и надо было где-то хоронить. Думали, что вы не вернетесь. Вас с концами отправили на всю жизнь. Вот, и не знаю. А получилось, что как бы при смене власти вас вернули, разрешили. Вот какая площадь здесь, примерно, вот какая здесь площадь Ну, будет? где-то 9-10 9-10 соток, 9-10 да. соток. 9-10 соток в нашем селе стоит 1700-800, миллион. Не было. Сегодня один подъезжал, купил за 1 700 000. 1 700. Да, 1 700, это сегодня деньги. Возьми, все это снеси, очисти участок и продай его. Деньги. Деньги. Если Ну ты да. ради денег живешь. Да. Если живешь ради совести, ради чести, достоинства. чести, достоинства, то делать нельзя. Да, То правильно. делать нельзя. И этот человек это не делает. Я, между прочим, когда это узнал, я был удивлен был. Я говорю, неужели, я говорю, в нашем селе есть? Многие Да, говорит, удивляются. да, говорит, есть говорит, такое захоронение. Вот здесь вот сзади у меня друг живет. Его родственник, кстати, его племянник. Он мне это сказал. Я был удивлен. Я потом телефон узнал его, созвонился с ним. Думаю, тему, знаешь, для того, чтобы показать людям, что мы не звери, что мы люди. Люди, Мы правильно люди. все. Вот, потому Да, что вы- про вас говорят много чего. Нет, они там есть, которые знают, что мы и дружили, и родственные эти знают. Но кто плохое хочет сказать, тот говорит. Кто хорошее хочет сказать, тот больше молчит. Угу. Да. Просто Не, ну это достойный поступок. Видите, вы ничего не тронули. То, что осталось, то осталось, да. То есть родственники после конфликта не приходят. Это тоже уже не ваша вина. Хотя, повторюсь, вы же сказали, что они могут приходить. И, нет, в принципе, я же говорю. вы же не против. Ну, Встретим, ну тогда же встречали, как родных. Единственное. ну вот, вам дай бог здоровья за этот поступок вашей семье. Потому что это правда, ну, похвально. Дело чести, как сказали. Да. Да. Друзья, я не знаю, видно будет меня или нет в кадре, уже стемнело, я только что приехал. Но самое главное, чтобы меня было, конечно же, слышно. И, если честно, я до сих пор нахожусь под большим впечатлением и в небольшом шоке от того, что я увидел. Я думаю, вы тоже удивились. Но прежде я хотел бы поблагодарить султана, а также семью Хамхоевых за их потрясающее гостеприимство и ингушский чай. Дай бог вам здоровья, благополучия и пусть Бог вас бережет. Так вот, как поет моя подруга, «Гари-гари ясно, чтобы не погасла душа ингуша». И действительно, я не перестану удивляться добродушию ингушей. Вы посмотрите, с каким уважением они относятся к этому кладбищу. Ведь реально они могли взять все, убрать эти надгробные плиты, сравнять и посадить там сад. Да?
либо вспахать и посадить картошку, либо продать эту землю, либо стройку устроить. Но просто на костях, на чужих, счастья никакого не будет. И это неправильно, потому что ингуши очень религиозный народ. И самое главное, у них есть душа. Душа ингуша, что немаловажно. И мне непонятно, вот почему такая агрессия, почему ингушский народ постоянно в Ютубе, там, в других блогах, некоторые недоблогеры унижают, пытаются как-то зацепить, подцепить ингушей. Зачем вы это делаете? Вот я, например, показал вам, да, вы увидели этот ролик, который я снял уже чуть ли не 2 года назад, про то, как я нашел камни, правда, ингушские камни надгробные, которые сейчас до сих пор находятся в бетоне под мостом. Ведь их могли же достать и вернуть на кладбище в Чермени Базоркино. Это был бы очень хороший жест со стороны Осетии. Почему-то этого не сделали. Очень грустно. А ведь я говорю о дружбе народов, о том, чтобы все друг друга уважали, понимали и шли, как говорится, на компромиссы и навстречу. Но вот вы сами все увидели. Говорите, что ингуши какие-то там ненормальные, дикие. Да нет, как раз таки в них человечности намного больше, чем у некоторых людей. И мне бы хотелось, чтобы все-таки все друг друга поняли, все друг друга уважали, и наконец-то настал мир в том же пригородном районе. Ингушам еще раз огромное спасибо. Вы реально потрясающий народ. Я в большом-большом удивлении. Но если вам понравилось это видео, то поставь ему лайк. Поделись этим видео с друзьями. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, потому что у меня интересно. Теперь я уже буду в режиме понедельник, четверг и суббота. Ну и самое главное, наверное, в завершении, не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь, потому что если бы я сюда не приехал, я бы про это ничего не узнал и с вами бы не поделился. Любое путешествие, абсолютно любое, расширяет ваш кругозор. Берегите себя, и с вами не прощаясь, я говорю вам до встречи.